Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, эпидемиологическую ситуацию в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. За прошедший период, за последние сутки в республике зарегистрировано 292 новых случая коронавирусной инфекции, 145 из которых приходится на город Якутск. Необходимо обратить внимание на то, что в городе Якутске увеличилось количество тяжелых случаев среди лиц среднего возраста. А в городе Мирном, Мирнинском улусе зарегистрировано 15 случаев, 14 случаев в Алдане. А сложная обстановка сегодня является в Хангаласском и Мегино-Кангаласских улусах, где зарегистрировано 10 и 9 случаев соответственно. По 7 случаев зарегистрировано в Жиганском, Анирингринском, Алёкминском и Оленёкских улусах. Во всех улусах ситуация находится под контролем. Медицинские организации оказывают соответствующую услугу по помощи гражданам, а, соответственно, оперативные штабы отрабатывают для того, чтобы вместе с Роспотребнадзором не допускать распространения очагов. В целом от 2 до 6 случаев зарегистрировано в 15 районах республики. В тяжелом состоянии на лечении в медицинских организациях республики сегодня у нас находится очень большое количество наших жителей республики, 173 человека, из них на аппарате искусственной вентиляции легких 38 человек. В основном это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и невакцинированные. Наиболее напряженной эпидемиологической ситуацией являются у нас сегодня Абыйский, Амгинский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Намский, Оленёкский и Усть-Алданский район. По решению оперативного штаба, который состоялся вчера на уровне главы Республики Саха-Якутия, в Амгинский район направлена группа Министерства здравоохранения Республики в целях разрешения ситуации, связанной с достаточно высоким количеством выявленных случаев за последние 3 недели. В республике идет полным ходом вакцинация, и за эту неделю мы смогли увеличить темпы вакцинирования. Я думаю, что сегодня к нашим жителям, как к людям, которые являются людьми, которые хотят заботиться о своем здоровье, приходит осознание того, что вакцина является непосредственно единственным способом для того, чтобы защититься от новой коронавирусной инфекции. И, соответственно, понимание того, что именно способы, которые сегодня выбраны в виде так называемых выходных дней, а также последующие QR-коды, они, по сути дела, приближают нас, естественно, как к коллективному иммунитету, так и к возможности противостоять вирусу и встретить Новый год в кругу своей семьи. И, конечно же, хотелось бы, чтобы Новый год встречали все в полном сегодняшнем семейном составе, потому что до сих пор на территории Якутии продолжают фиксироваться большое количество семейных очагов. И для того, чтобы сегодня обезопасить себя и свои семьи, их сохранить, очень важно, чтобы семьи были провакцинированы. Это дает возможность и медикам значительно легче бороться с этим вирусом, если кто-то из членов семьи заболел. Ну а самое главное, это даст нам возможность всем вместе встретить любимый праздник Новый год как семейный праздник. В республике идет также и кампания непосредственно по вакцинации против гриппа. На настоящий момент в основном у нас дети, мы вакцинируем детей против гриппа, а также всех и, соответственно, взрослых. Привито около 221 тысячи человек, что составляет всего 22% населения. Если прошлый эпидсезон мы прошли без гриппа, то в этот эпидсезон идет осложнение гриппа. Грипп уже фиксируется, поэтому мы сегодня призываем на вакцинальные участки в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава Российской Федерации. Вакцину и против гриппа, и коронавируса можно ставить в один день одновременно, естественно, в медицинской организации. Все медицинские организации республики сегодня работают непосредственно как прививочные бригады в усиленном режиме, развернуты дополнительные пункты, где осуществляются прививки. Мне нужно обратить внимание, что по просьбам граждан республики, особенно по просьбам горожан, прививочные пункты организованы и в больших, работающих на настоящий момент торговых центрах.
Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня мы понимаем, что после 8 числа мы установили определенные правила, в соответствии с которым указом главы Республики Саха-Якутия определено о том, что в торговые центры, в большие места массового скопления граждан проход будет осуществляться только на основании QR-кода. Что сегодня из себя представляет QR-код? Это то, что выдает наша непосредственно медицинская организация через систему госуслуги для того, чтобы, значит, можно было беспрепятственно проходить в случае, если вы провакцинирован или переболели в течение 6 месяцев. Поэтому просим с пониманием отнестись к необходимости соблюдения этого правила. Это даст здоровья нам всем. Спасибо за предоставленную информацию. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Благополучная посадка. Самолет, выполнявший рейсы Среднеколымска в Певек, по причине неисправности был вынужден вернуться на аэродром вылета. Рекомендации для того, чтобы их нарушали, административная комиссия Хангаласского района проверяет учреждения. Центр мирового меха. Расскажем о встрече с модельером Ириной Крутиковой. Самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейсы Среднеколымска в Певек, по причине неисправности был вынужден вернуться на аэродром вылета. Самолет благополучно приземлился, пассажиры не пострадали, воздушное судно не повреждено. На борту находились 6 членов экипажа, 44 пассажира, 522 килограмма багажа. Отмечается, что 40 пассажиров запланированного рейса уже вылетели резервным бортом до пункта назначения. Еще 4 размещены в гостиницу. Их отправка в Певек запланирована на сегодня, 3 ноября. Сегодня начнутся паромные перевозки в сопровождении ледокола по маршруту Жатай-Тихтюр. Ожидается, что первый рейс будет осуществлен в районе 2 часов дня. Детали знает наш коллега Власий Сергеев. Здравствуй, я сейчас нахожусь у Жатайского причала. Как мы видим, механик Курчатов готов к отправлению на противоположный берег. Отмечу, что теплоход будет осуществлять рейс при сопровождении ледокола. Маршрут полностью готов, как и сам теплоход. Нам удалось пообщаться с временно исполняющим обязанности капитана судна, и он нам сообщил о том, что судно совсем недавно прошло ремонтные работы, поэтому прошла комиссию без каких-либо замечаний. В данный момент судно обслуживает экипаж в составе 11 человек, которые работают вахтовым методом. Но, как нам удалось выяснить, перевозки будут осуществляться по факту заполняемости теплохода. В данный момент мы можем заметить, что в очереди стоит не более 5 машин. Что касается цен, то, согласно предварительной информации, то перевозки будут осуществляться по осеннему тарифу. Подробнее о ходе подготовительной работы, о том, как вообще будет вестись перевозка, нам рассказал заместитель директора по флоту Жатайского судоремонтного завода Андрей Ковалев. Предлагаю послушать. Ну, традиционно будет работать у нас ледокол от механик Курчатов и паромная баржа Жатай-1, в которой ледовый класс позволяет на данный момент ходить. А графики? Ну, графики будут по накоплению машин. Сколько будет машин, такие будут и графики. То есть все зависит от... Да, от количества, конечно. Что пустыми-то не ходить. А ледокол, вот, например, маршрут уже проложен, как я понимаю? Да, маршрут проложен. Мы вчера уже пробный рейс ходили, свою технику увозили. Все нормально. Угу. А в прошлом году с какого числа начали работу? С 5 ноября примерно и закончили тоже в пределах 5 декабря. Месяц ходили. Ну, сейчас, конечно, прогнозы делать это... Да, ну тепло же. Будем все по погоде. Да. Конечно. Вот касательно сегодняшнего дня, получается, вчера маршрут проложили, сегодня техника вот стоит, ждет. То есть мы... Ну да, вот на данный момент, видите же, Почта России и несколько легковых автомобилей уже появилось. Что на той стороне, пока сказать не могу. Есть там техника, нет. А с той стороны вот... Дорогу, причалы подготовили, да. Ага. Там до сих пор у нас техника стоит, ждет. Ну, то провести первый караван, если где-то надо будет помочь, подсыпать, там у нас стоит техника.
Ну и в завершение я еще раз напомню, что рейсы будут осуществляться по факту заполнения теплохода. Ожидается, что первый рейс стартует сегодня в районе 2 часов дня. Ну на этом у меня все. Я передаю слово студии. Мы продолжаем тему перевозок и переправ. В Ленском районе водители ездят в экстремальных условиях. По неокрепшему льду, буквально по воде, таксисты перевозят людей между поселениями. Выезжать на переправу между Ленском и Пеледуй запрещено с 11 октября. Зимник откроется в конце декабря. Авиасообщения нет, речные пути закрыты. Получается, единственный способ попасть из города в поселок и обратно – автомобильный. Людям приходится пользоваться услугами таксистов-нелегалов. Поездками пассажиры впечатлены, снимают видео из салона автомобилей. На кадрах видно, льда на реке практически нигде нет. Местами только начинает схватываться. Такой способ передвижения небезопасен. Особое внимание это водителям автотранспортных средств, в особенности водителям такси, которые у нас курсируют по направлению Ленск-Пеледуй, Витим. Водоемы еще не замерзшие, стоит проявлять особую бдительность. Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования на оружие. Теперь, если в биологических образцах будут обнаружены наркотики и психотропные вещества, а психиатр или офтальмолог выявят симптомы каких-либо заболеваний, медучреждение аннулирует действующее медицинское заключение. В настоящее время справка об отсутствии противопоказаний для владения оружием действует 1 год. В данное время в Татинском районе работает 636 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 17 торговых точек находятся в районном центре. В целях реализации указа президента России половина из них уже с 30 октября прекратила свою работу. Некоторые перешли на дистанционный формат. Открыты только аптеки, продуктовые магазины и организации торговли товарами первой необходимости. Работа административной комиссии усилена. Какие меры поддержки будут субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям? Информация от Марианы Масоркиной, заведующей обособленным подразделением Центра «Мой бизнес» в Татинском районе. В связи с последними изменениями, наши предприниматели в процентном соотношении где-то 20% предпринимателей вынуждены будут прекратить предпринимательскую деятельность. Работу будут вести, как уже говорилось ранее, предприятия, которые продают товары первой необходимости. В процентном соотношении доля товаров из общего ассортимента составляет 20%. Продуктовые магазины, аптеки и предприятия, которые жизненно необходимы. Остальные предприниматели будут переходить на дистанционно. То есть они могут работать в дистанционном порядке. Как и в прошлом году, в 2020 году, правительство Российской Федерации, наша республика Саха-Якутия выпустили антикризисные меры поддержки для предпринимателей. С 1 ноября планируется льготное кредитование для предпринимателей, у которых есть работники. Процентная ставка будет 3%. Данная программа будет работать с 1 ноября 2021 года. В течение нерабочей недели административная комиссия Хангаласского района проверяет учреждения. Помимо социального дистанцирования, наличия дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, особое внимание уделяется соблюдению системы QR-кодов. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Вместе с административной комиссией в рейдах участвуют сотрудники районной администрации, полиции и Роспотребнадзора. Проверки проходят в торговых центрах, объектах общепита и учреждениях культуры, работающих в эти дни, но с ограничениями. Профилактические проверки должны быть усилены. В эти дни каждый день ежедневно будем выходить. И у нас сводные группы. Есть параллельно, мы будем охватывать поселение и город Покровск, Максоголох. С 1 ноября QR-коды начали требовать при входе в кафе, рестораны, столовые и банкетные залы. Так, проверяющие заглянули в дневное кафе в одном из торговых центров Покровска. Здесь владелица кафе Елена Харитонова лично проверяет QR-коды при входе. Правда, посетителей в эти дни ожидаемо мало. Елена надеется, что в дальнейшем клиентопоток восстановится за счет вакцинированных граждан. Не работают многие организации, и поэтому мы вынуждены пока работать в сокращенном штате.
Ну, я считаю, что эта неделя еще позволит многим сделать вакцинацию, и уже предпринимателям будет легче работать. К слову, в Хангаласской центральной районной больнице отмечают, что с вводом QR-кодов темпы вакцинации увеличились. У нас вот в последнюю неделю был очень большой приток желающих вакцинироваться, да. Во всех населенных пунктах отмечаем прибавление. Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжатся. Напомним, при несоблюдении санитарных правил или игнорировании системы QR-кодов заведениям грозит штраф или приостановка деятельности. Также к административной и даже уголовной ответственности могут быть привлечены граждане за использование чужого QR-кода, а также его подделку. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский УВУЗ. С начала этой недели среди населения спрос на вакцинацию вырос почти в 1,5 раза. Такой рост отмечают в поликлинике медицинского центра Якутска. Сейчас в медицинском учреждении работает 3 кабинета вакцинации. Также дополнительные пункты развернуты по адресу Петра Алексеева, 62 и в спеццентре по улице Стадухина. 4 ноября планируется открытие еще одного центра на Вилюйском тракте. Как отмечают врачи столицы, спрос на вакцинацию связан с началом действия системы QR-кодов. В связи с этим в каждом дополнительном пункте в день проходит вакцинацию около 120 человек. За день я сама вакцинирую больше 50 человек. А так этот кабинет работает с этой недели только. А так до этого работал один кабинет. Больше всего приходят люди среднего возраста. Пожилые люди тоже, конечно, есть. Они уже получают ревакцинацию, большинство уже получили первый компонент и второй компонент, уже ревакцинируются. Очередь, да, большая, свыше 100 человек каждый врач принимает. В селе Абага Амгинского района с прошлого года идет строительство нового школы-сада на 225 мест по инвестиционной программе республики. В ходе установки свай на глубине был обнаружен слой льда, что может повлиять на сроки выполнения работы. В следующем году планируется установка еще 50 свай на глубину 15 метров вместо запланированных 12. В данный момент ведутся работы по кладке стен детского сада и работа нулевого уровня школы. Подрядчик намерен в этом году завершить короб здания детского сада с кровлей. Планируемая дата ввода объекта была установлена на 4-й квартал следующего, 2022 года. Но, к сожалению, в связи с обнаружением льда у нас, который не был обнаружен при проведении изыскательских работ, конечно, существенные изменения в ход строительства нашего объекта, это свои корректировки, так скажем, внесло в сторону увеличения сроков. Совместно с заказчиком, службой государственного заказчика, сейчас рассматриваем разные варианты хода строительства для того, чтобы попытаться, конечно, в срок это все закончить к концу следующего года. Якутия – центр мирового меха. Так с большой любовью о нашей республике отзывается модельер, заслуженный художник, лауреат Государственной премии России Ирина Крутикова. Королеве русского меха в этом году исполнилось 85 лет. О мягком золоте, о будущем якутского меха она поговорила с нашей коллегой Айсеной Бурнашовой. Ну вы чувствуете, какой это же шелк? Каракульча, овчина, норка – не шубы, а настоящие произведения искусства. Чего стоят меховые пальто, украшенные картинами Церетели или вдохновленные гравюрами Хокусая. В руках Ирины Владимировны любой мех превращается в эксклюзивный образец. Стрижная норка? Нет. Нет? Кролик. Кролик? Кролик с завивкой. Так и не скажешь. Все началось в 1967 году. В Москве проходил Всемирный фестиваль моды. Я использовала народные мотивы. Вот и крой оттуда позаимствовала, и цвета тоже. И получилась очень красивая коллекция. Я получила первое место и приглашение в Америку. Затем показы меховых изделий в Германии, Болгарии, Лондоне, Швейцарии. С географией ширилась и глубина ее работ. Не случайно Ирину Крутикову нарекли королевой русского меха. Ее кредо – не просто дефиле или прет-а-порте меховых изделий, но и презентация меха как части культуры России.
меху нужно относиться уважительно, потому что мех – это первая одежда и вообще первая для человека жизнь. Вот как у вас дома из меха делают, да, утепляют сверху. Как ребенок рождается, его тут же в мех завертывают. И вот такое вот отношение к меху и должно быть. Особая любовь у модельера к Якутии. Она не просто представила мягкое золото республики в Италии, приезжала на фестиваль «Зима начинается с Якутии», но и разработала концепцию развития и реализации мехового производства в республике. Якутск – это меховая столица мира, убеждена модельер. Перспективное место для создания музея меха. Вечная мерзлота на глубине 300 метров, вот там и надо сделать музей. Мех любит, чтобы было движение воздуха, чтобы температура низкая была. А там даже ничего этого делать не надо. Там все это в природе создано. И лучшие меха, вот именно там надо выставлять и готовые, и шкурки. По мнению королевы меха, якутские ателье отличают незатертые стандарты. Именно поэтому республика может закрепить за собой статус столицы меха, а якутские мастера – хранителей национального наследия. Это красота, это восхищение, это достояние нашей страны, а вашей тем более. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом пока вся информация о развитии событий смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.